Жители казанского поселка Вишневка выступили против строительства новой автомобильной дороги. По утвержденному мэрией проекту, четырехполосная трасса свяжет жилой массив с соседним селом Чернопенье. Жители говорят, именно здесь образуется узкое горлышко при выезде из Вишневки. Весь удар автотрафика со стороны Чернопенья примет на себя их поселок. Какую альтернативу предлагают местные и какого мнения придерживаются в исполкоме Казани, разбиралась Ирина Васильева. Мы здесь просто получим огромный транспортный коллапс. Семья Надежды Насыровой 4-й год живет в поселке Вишневка. В Казань они добираются по единственной двухполосной дороге на улице Большая. Зимой и летом здесь заторы, жалуется молодая мама. Чтобы отвезти ребенка в детский сад, приходится стоять в пробках по 2 часа. Бывают какие-то экстренные ситуации с ребенком в больницу или еще что-то. То мы понимаем, что здесь никак. Вот вчера мы скорую пропускали, она ехала просто по встречной полосе, потому что иначе никак. Весь город стоит. Неделю назад жители узнали, между Вишневкой и деревней Чернопенье построят 4-полосную трассу. Новая дорога будет начинаться как раз на перекрестке улиц Большая и Заречная. Значит, весь поток машин поедет с трассы на единственную дорогу до Казани. Очевидно, что 4 полосы строят не просто так, не для жителей нескольких домов в Чернопенье. Очевидно, что там будет строиться какой-то большой жилой комплекс по принципу либо Новые Салмычи, либо Куйки. Новая 4-полосная трасса с другой стороны закончится вот здесь и примкнется к селу Чернопенье. Сейчас здесь порядка 10 частных домов. Видим, что активно строится новое здание. И сейчас жители села добираются до Казани через Вишневку, но уже по неблагоустроенной полевой дороге. Проектный план новой автомобильной дороги в исполкоме Казани утвердили в конце августа. Это чуть более 3 километров. Строительство такой трассы между двумя транспортными тупиками – абсурд, считают жители Вишневки. Улица Большая переходит в нашу Усердную, и опять она сливается с дорогой. Дорога жизни, мы ее назвали тут, честное слово, потому что это единственный выход на все поселки. И Куюки пострадают, и Новые Салмычи. Идея, вроде она бы хорошая, да, но она не продуманная. То есть почему здесь такая узкая дорога, она так и останется, а дальше хотят расширить. Это же нелогично. Вначале нужно эту дорогу расширить, а затем уже думать об этом расширении. Для строительства будущей трассы под снос могут попасть и жилые дома. Согласно проекту, изъять должны порядка 5 участков на улице Заречная. Александр Ивонин живет в соседнем СНТ «Полимер». Сейчас до дома добирается по полю, переживает. Трасса перекроет единственный въезд в сад. Если сейчас будет какая-то дорога, там широко двух-трехполосная, соответственно, уже не будет с этой дороги ни съезда на поле, где мы можем проехать до своего СНТ, и, я думаю, также ни заезда. С появлением трассы я понимаю, что да, у нас вообще дороги никакой не будет. Сейчас жители Вишневки пишут коллективное письмо на имя мэра Казани, главы Советского района и главного архитектора проекта. Просят скорректировать схему дороги. Мы тоже отправили запрос в исполком города. Нам сообщили, у проекта не определены даже сроки. Строительство автодороги планируют осуществлять поэтапно. На первом этапе предусмотрено строительство автодороги и 2 полосы в увязке с существующей улично-дорожной сетью. А в дальнейшем ширина дороги будет увеличена до 4 полос. С проектом планировки территории сроки реализации объекта не установлены. Источники финансирования также не определены. Исполком Казани сообщил, около Чернопенья предусмотрена только индивидуальная застройка. Многоквартирных ЖК здесь не будет. Ирина Васильева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.